Правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции – вот такая нелегкая задача возложена на хрупкие плечи специалиста паспортной визовой службы Фанили Хусаиновой. А еще, кроме Сибая, сюда обращаются и жители 3 районов Зауралья. С каждым индивидуальный подход, консультация, терпеливость и аккуратность в этом деле превыше всего. А еще нужно на зубок знать все новшества миграционного законодательства. При оформлении паспорта нового поколения биометрического, то есть ввели отпечатки пальцев. Раньше содержала микрочип, радужная оболочка глаза, а теперь снимаем отпечатки пальцев. И, соответственно, цена изменилась. При оформлении загранпаспорта нового поколения взрослый оплачивает госпошлину, установленную законом, 3500 рублей, а дети до 14 лет 1500. С 1 января этого года трудовые мигранты, въезжающие на территорию России, без визы оформляют персональный патент. Те, кто обращается за видом на жительство, разрешением на временное проживание или работу в нашей стране, подтверждают знание русского языка, истории и законодательства России. С 1 января граждане всех стран СНГ, кроме государств Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, въезжают на территорию России только по заграничным паспортам. Все эти изменения доставляют дополнительную работу и без того загруженным специалистам миграционной службы. Несмотря на увеличение госпошлины, не сокращается и количество обращений в связи с утерей паспорта. Очень многие жители теряют паспорта, небрежно относятся, встречаются одни и те же лица. Очень хочу попросить, чтобы мало теряли паспорта. Начиная с января 2015 года также изменилась госпошлина по утрате паспорта 1500, штраф 300 рублей. С начала года подано уже 200 заявлений, то есть заведено дело об утрате паспорта. Федеральная миграционная служба России включает в себя более 15 департаментов и управлений, которые занимаются внешними связями, собственной безопасностью, вопросами гражданства, делами переселенцев, организационно-аналитическим управлением и многим другим, выполняя важные внутригосударственные задачи. Этому делу в стране себя посвятили более 40 тысяч человек. Миграционная служба России решает массу вопросов, помогая гражданам и приезжим жить, гостить и трудиться по закону. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.